В эфире совместный проект «Радио Крым Реалии» и Первого канала Украинского радио. Слушайте ток-шоу «Радио Крым Реалии» на средних волнах на частоте 549 АМ каждый будний день в 8:35 и в 13:10, а также на 105,9 FM круглосуточно. Крымчане имеют право знать. Здравствуй, дорогой Крым! В эфире самое крымское в мире радио «Крым Реалии» и я его ведущий Сергей Громенко. Слушайте нас на средних волнах АМ на частоте 549 кГц в 8:35 и 13:10 на полуострове, в 7:35 и 12:10 по времени материковой части Украины, ну а на 105,9 FM круглосуточно. Крымчане могут бесплатно звонить в эфир по телефону 8 800 10 06 926, жители материковой Украины 044 490 29 05. Поехали! Тема дня. В Симферополе российский замминистра информполитики судится с газетой «Аргументы недели. Крым» и общественником Александром Талиповым из-за публикации об украинском прошлом чиновнике, а в качестве соответчика выступает репостнувший симферополец. Что это? Иск о защите чести, достоинства и деловой репутации или очередное наступление на свободу слова? Испытывают ли пророссийские активисты в Крыму давление со стороны властей? И можно ли защититься от таких обвинений в суде? Об этом мы будем говорить в ближайшие 25 минут. Но вначале небольшой сюжет от моих коллег. Крым в центре внимания. 26 января в подконтрольном России Центральном райсуде Симферополя состоялось первое заседание по иску российского замминистра информационной политики Крыма Максима Балацкого к общественнику Александру Талипову. Балацкий требует от активиста опровергнуть озвученную им информацию о принадлежащей чиновнику офшорной компании, а также выплатить ему моральную компенсацию. Талипов же намерен отстаивать свою правоту. Я не стал пугливо прятать голову, я решил доказать подлинность опубликованных данных. У меня есть огромное количество документов, которые уже стали сюрпризом для истца. Я могу сказать, что это не все. Многие документы до суда пока не дошли. Всему свое время. В декабре прошлого года против Талипова подали сразу 3 судебных иска о защите чести, достоинства и деловой репутации. Один из истцов – вице-премьер-министр информации в подконтрольном России крымском правительстве Дмитрий Полонский. По информации крымских СМИ, он требует привлечь Талипова к ответственности за пост в телеграм-канале. Там общественник назвал его агентом СБУ. Сам Полонский прокомментировал свой иск в эфире радиостанции «Крым». Я не хотел бы из этого делать какую-то публичную историю, но тем не менее я посчитал необходимым, я и целый ряд моих коллег в рамках действующего законодательства все-таки отстоять свои права на распространение в отношении меня и в отношении моих коллег недостоверной информации. Я считаю, что мы должны действовать всегда в строгом соответствии с нормами действующего законодательства. И переходить эту грань нельзя никогда. Александр Талипов в свое время был помощником первого вице-премьера в подконтрольном Кремлю правительстве Крыма Михаила Шеремета. Позднее Талипов стал активным критиком крымской власти. Крым в центре внимания. Возвращаемся в студию радио «Крым Реалии». Мы связывались с Александром Талиповым, но от комментариев нам он отказался. Ситуация-то не поменялась. Я уже говорил, что моя принципиальная позиция, я радио «Свободы» и «Крым Реалии» комментарии свои не даю. Поэтому мы позвонили Александру Горному, российскому общественнику и блогеру. Александр, здравствуйте. Доброе утро. Доброе. Итак, вот такая вот ситуация, скажем, с точки зрения из Киева несколько странная. В общем-то, происходит борьба на полуострове между людьми, которые говорят, что Крым является частью Российской Федерации, но, несмотря на это, иски о чести, о деловом достоинстве и защите репутации основываются в первую очередь на том, что одни обвиняют других в том, что они, дескать, там, агенты СБУ, работают на Киев, там, поддерживают Украину и тому подобные вещи. Вот перед тем, как мы поговорим, собственно, о сути вот этих вот обвинений, я хотел бы у вас уточнить, вот такое вот отношение к Украине, к Киеву, как к пугалу, это какое-то такое исключение из правил? Или действительно на полуострове много людей, которые полагают, что Украина ведет там активное противодействие, и действительно там украинские агенты наводнили крымские органы власти? Ну, смотрите, что касается, безусловно, Украины там, и Киева, у меня даже, человека, который такой довольно-таки радикальный взгляд, скажем, мне
жесткого никакого нету негатива. Ну да, такая история случилась, наши пути немного разошлись, но здесь, скорее всего, речь идет не о Киеве, Украине, а о тех людях, которые пировали при Украине и каким-то образом на лету переобулись и тут стали пламенными российскими патриотами. Понимаете, ну давайте будем честны, это очень сложно сделать, там, да, то есть, ну, тем более взрослым людям, которые работали в одной системе координат, даже если, может быть, они были там где-то пророссийские, а может быть и не пророссийские сразу, как вот у нас некоторые тут товарищи, фамилии которых вы называли там, да, и, соответственно, тут раз они становятся такими правильными россиянами, которые задают ориентиры развития для крымчан, которые мечтали прийти в Россию, понимаете, и, безусловно, что, ну, для меня, как материкового человека, но который очень хорошо знает и Украину, и живет давно в Крыму, это довольно-таки очень странная ситуация, когда, ну вот как они могут вообще этим заниматься? То же самое и Дмитрий Полонский, который, ну вы знаете, в жизни мы с ним общались и довольно-таки много, неплохой парень там, да, но, на мой взгляд, он не имеет никакого морального права и вот, ну, какого-то, мне кажется, да, ну, юридического, может, имеет, занимать ту должность, которую он занимает, министра внутренней внутренней политики там, и информации, там, да, и то, что происходит сейчас, вот этот вот конфликт между оппозицией, так называемой, которая довольно-таки имеет определенный акцент в Крыму, в отличие от материковой, и вот это вот этих властных товарищей, которые сейчас во власти, это что происходит? Оппозиция, ну, я бы, во-первых, хотел бы сказать, что такое оппозиция в Крыму, на мой взгляд, там, да, тем более у нас были недавно дебаты на «Эхо Москвы» на этот вопрос. Знаете, я не беру вот этих крымских татар, которые там, ну, они при Украине там кричали, орали, они при России там что-то хотят, там, да, то есть это отдельная тема, вынесем ее за скобки, там, да. Вот. А вот если мы возьмем вот такого действительно оппозиционера, как Александр Талипов, власть сделала его оппозиционером, несмотря вот на то, что ты говоришь, что там вот эти вот моменты, там, переобулись товарищи, вошли во власть, сделали его оппозиционером. Почему? Александр Талипов начинал свою активность с самого простого. С того, что он боролся с различными экономическими нарушениями, и просто, извините, с разгильдяйством, идиотизмом. Когда делается дорога, но почему-то остаются дырки, например. Да? Безусловно, когда он критиковал чиновников за то, что они не справляются со своей работой, чиновники это воспринимали личную критику как критику власти, там, да, и транслировали эту критику как критику власти, там, да. Безусловно, Александр касалось очень много различных вопросов, не только, ну, и касается экономических, там, да, и постепенно переходит на определенные личности, которые сидят во власти Крыма, пытается понять, что же это за личности, проанализировать эти личности, там, да, возможно, дают какие-то свои личные оценки, там, да. Но надо понимать, что вот опять же скажу, что оппозиция в Крыму особая. Я не знаю ни одного оппозиционера, там, да, который, ну, так называемого условного оппозиционера, который против России, против Путина, там, нет. Они и за Россию, и за Путина. Но они против того беспредела, который происходил в переходный период в Крыму, критиковали жестко. И власть, конечно, пыталась как-то обороняться, а не реагировать. И вот радикализировался этот конфликт, который рано или поздно должен был вылиться в то, что Александр займется вот этими товарищами, которых он обвинил в каких-то там вот, ну не будем сейчас перечислять по пунктам, да, и, соответственно, они начали обороняться. И здесь надо понимать, что вот есть определенные риски у Александра, да, так как мы все прекрасно понимаем, что доверие к судебной системе, как еще и в украинском Крыму, так и сейчас в нынешнем российском Крыму, довольно-таки очень такое предвзятое. Да? Мы понимаем, что если чиновник подает иск, то у него шансов гораздо больше получить такое хорошее решение, чем просто у обычного человека. Да? Ну, вот так устроена система власти. На материке с этим сложнее, конечно. На материке все-таки более уже как-то все сложилось, укаталось. А вот Крым еще штормит. И вот, понимаете, мы вот оказались в такой системе координат, довольно-таки сложной, которая будет еще нас сопровождать много времени. Я думаю, что много в данном случае это не века, конечно, не десятилетия, но 2-3 года, пока не произойдет качественной смены тех чиновников той первой волны, которые оказываются
в власти уже российского Крыма. Ну вот смотрите, Александр, тут ведь ситуация с Талиповым, она же является не столько исключением, сколько, пусть печальным, но все-таки правилом. В Алуште двое журналистов находятся под обвинением в вымогательстве, хотя все прекрасно подозревают в том, что здесь речь идет о наступлении на свободу слова. В Севастополе общественные активисты, например, там Валерий Большаков находится под прессом. Буквально на прошлой неделе в Симферополе не разрешили акцию в поддержку Владимира Путина. Вот такая вот борьба власти с пророссийскими же общественниками и журналистами. Это вот наследие той самой украинской власти, которая переобулась и осталась? Или это борьба с любыми общественными проявлениями вне зависимости за и против, просто потому что так это устроено? Смотрите, несколько лет назад, я могу сказать, что крымские чиновники, крымская власть еще как-то, так знаете, немножко призадумывались, когда вступали в диалог с общественниками, да, то есть они все-таки были власть была чуть более открыта, немножко боялась. А сейчас она, конечно, смотрит те тенденции, которые те моменты, которые уже сложились на материковой России, берет их и, скажем, использует их в такой самой худшей форме. Давайте здесь только разделим, что, например, когда мы говорим про алуштинских двух общественников, которые там посадили, они сколько там, Павел, если не ошибаюсь, фамилию сейчас не помню, Степанченко, кажется, да, и там его коллега, там журналист. Если мы говорим про этот случай, то я считаю, что в данном случае действительно, скорее всего, наблюдается беспредел со стороны чиновника, опять же, переобувшегося, который, возможно, использовал эту ситуацию и помог товарищам присесть на уже, получается, не первый год, и систему нашу силовую, которая, если уж запустила машину, если обвинила человека, то тут его надо качать. Понимаете, то же самое не общественник, а бывший мэр Феодосия, но, конечно, Дмитрий Щебетков, все понимают, непростой товарищ. Он уже 3-й год сидит в СИЗО, понимаете? Это, конечно, я могу сказать, что и чиновники в Крыму все прекрасно понимают, что Щебетков денег не брал. Но он сидит 3-й год. Почему? Потому что, к сожалению, опять же, переобувшись один из крымских чиновников, точнее депутатов, да, который участвовал в этой всей истории, он... Я думаю, что не очень заинтересован, что Дмитрий выходил там, да. Оказывается, может, давление, может, не оказывается. Не буду сейчас утверждать. Но я могу сказать, что, к сожалению, надо здесь разделять, вернее, не к сожалению, надо просто разделять власть и это наша судебная система, следственная система, которая в Крыму, конечно, имеет определенный акцент, и она берет самое худшее, что у нас встречается на материке. Что ж, большое вам спасибо за ваше мнение. Напомню нашим слушателям, что с нами на связи был Александр Горный, российский общественник и блогер. Это радио Крым Реалии. Звоните нам по бесплатному номеру телефона 8 810 06 926, если вы на полуострове, и 044 490 29 05, если вы на материке, а мы продолжим буквально через несколько секунд. Слушайте нас на средних волнах 549 АМ, 8.35 и 13.10, а также на 105,9 FM круглосуточно. Возвращаемся в студию радио Крым Реалии. С нами на связи Галина Арапова, медиа-юрист, директор Российского центра защиты прав. Галина, здравствуйте. Здравствуйте. Итак, в Крыму чиновник требует от общественного активиста защиту. Я на самом деле точно не знаю, чего именно он требует. Требует ли он материальной компенсации, требует ли он извинений. Но, тем не менее, факт остается фактом. В основе иска лежит запись в социальной сети. Вот, исходя из вашей практики, хотя бы там даже последних лет, вот обвинение из-за постов в социальных сетях, это продолжает оставаться исключением, это стало правилом, нормой, каким именно законом регулируется социальная сеть, если эта социальная сеть, скажем, там не российская, а американская, или российским правоохранителям все равно, где находятся сервера, и всех судят по российским законам? Вопрос сформулировали так, что у нас в одной куче все, и правоохранители, и американские социальные сети, и российское законодательство. Давайте мы все-таки отталкиваться от конкретной ситуации. В нашей конкретной ситуации, которую мы обсуждаем, подан иск о защите чести и достоинства.
Правоохранительные органы здесь уже ни при чем, это обычное гражданское производство, и, соответственно, рассматриваться иск будет по статье 152 Гражданского кодекса. Дальше у нас принципиальным является, была ли распространена информация тем человеком, в отношении которого подали в суд. И насколько мне известна ситуация, денег все-таки просят. Просят немало. В одном случае там подано 2 иска, в одном случае 100 тысяч рублей просят в качестве компенсации морального вреда за распространение сведений недостоверных и порочащих. Во втором случае просят аж 1 миллион. Поэтому здесь вопрос состоит не только исключительно в том, будет ли опубликовано опровержение на распространенный ранее текст, но и будет ли выплачена компенсация, потому что мы понимаем, что для обычного человека, общественник он или просто гражданин с менее активной жизненной позицией, что 100 тысяч рублей, что 1 миллион, это какие-то запредельные суммы. Поэтому, конечно, ситуация, она и с точки зрения права, и с точки зрения обычной жизненной ситуации, конечно, напряженная. Но вот если мы вернемся к оценке правовой, то распространение, публичное распространение информации, где бы то ни было, может рассматриваться в рамках исков о защите чести и достоинства. И здесь не принципиально, американская это сеть или еще что-то, социальная ли это сеть, просто это сайт в интернете, печатное средство массовой информации, или вы написали от руки записку и повесили у себя на доске объявления около подъезда, и 150 человек ваших соседей это увидели. Видите, здесь критерием является, было ли это публично распространено. И распространение в интернете является публичным распространением. Просто социальная сеть, в которой было это опубликовано, конечно, отвечать не будет за это. Поэтому в этом смысле отчасти вы правы, если это распространено в социальных сетях, в Фейсбуке, в Твиттере, ВКонтакте, то администрация ресурса, платформы информационной, где это было опубликовано, к ответственности привлечена не будет. В отличие, например, от редакции газеты или там средства массовой информации онлайн, где, если будет распространена какая-то информация, то будет отвечать и автор этого текста, и редакция. Но в нашем случае, поскольку у нас был какой-то текст в социальных сетях, то к ответственности будет привлекаться только автор. И дальше уже как бы вопрос техники. Ему нужно будет доказывать, что он является, что у него есть доказательства достоверности этих сведений. Есть нюансы, конечно, в этой ситуации, которые меня как юриста беспокоят. Вы меня спросили относительно того, есть ли такие случаи, были ли такие случаи за последнее время, и в каких случаях привлекают за репосты в социальных сетях. Вот мы еще ни разу не сталкивались, чтобы привлекали к ответственности за репосты текстов в социальных сетях, когда речь идет о защите чести и достоинства. И пачками привлекают за репосты материалов, которые признают экстремистскими, за репост материалов, в которых содержится изображение нацистской символики. Вот за это привлекают много. Таких дел огромное количество. Но, видите ли, с точки зрения законодательства и там правовым основанием для распространения является публичное распространение этой информации. И в этом смысле то, что этот чиновник прикрутил вот этот термин условно, да, воспользовался возможностью подать на репост информации в интернете, которую он считает недостоверной и порочащей, это, конечно, некое новшество. И оно может стать весьма опасным прецедентом, потому что мы все что-то репостим, и не только картинки, которые кому-то могут не понравиться, но и тексты критического содержания. И тогда, конечно, человек, который стал героем этого текста, в отношении которого эта критика высказывается, формально любая площадка публичная, где этот текст был распространен, в отношении факта этого распространения можно предъявлять претензии в суд. А дальше уже, соответственно, ответчик должен доказывать, что он не верблюд, что эти сведения достоверны, что они не порочат, что они не касаются этого человека. Ну и дальше идет как бы уже юридическая техника защиты. Ну это понятно, но я не могу не уточнить, это буквально там последний вопрос, но он очень важный. То есть получается, что по этому иску будет отвечать не только автор или там, скажем, первопубликатор, но и будет отвечать любой, кто репостнул эту запись. А если таких будет 10 тысяч человек, ну, для широких материалов, то что, 10 тысяч человек будут отвечать в суде как соответчики? Я разделяю все негативные как бы эмоции возмущения в вашем голосе, но с точки зрения права закон отталкивается только от одного. В
справедливо это или нет, это вопрос другой. Да, мы сейчас с вами обсуждаем, возможно ли это. Да, если это опубликовано публично, то может человек, который обиделся, он вправе, это его право, это его выбор. Он может предъявить к любому, кто распространил. Будет он это делать? Возможно, нет. У нас были в практике случаи, когда, например, какое-нибудь открытое письмо подписывалось, там, 150 человек его подписали, но человек подал иск, которого критиковали в этом открытом письме, только против 5 человек, подписантов этого письма. И по закону он может выбрать хоть одного, хоть 200. Это его право. В этой ситуации, видите, сложность состоит не только в том, что кто-то написал текст, а герой нашего обсуждения его репостнул. В одном из случаев, насколько мне известно из освещения этого дела в интернете, он переработал этот текст. И там в одном из случаев он скомпилировал 2 разных текста в один и опубликовал его. В данном случае он уже фактически будет являться автором нового произведения, нового текста. Но даже если бы он сделал просто обычный репост, просто взял и расшарил текст, который он прочитал, он ему понравился, и он захотел поделиться со своими друзьями. В данной ситуации он позволил этому тексту дальше распространяться. И боюсь, что именно с такой точки зрения будет исходить суд, когда будет рассматривать. У него, к сожалению, есть такая возможность, потому что по закону единственным критерием в данном случае является публичность. Что ж, понятно. Большое вам спасибо за ваше мнение. Напомню нашим слушателям, что с нами на связи была Галина Арапова, медиа-юрист, директор Российского центра защиты прав. А с нами на связи Владимир Новиков, общественный активист из Севастополя. Владимир Викторович, здравствуйте. Здравствуйте. Мы говорим о ситуации, которая сложилась вокруг Александра Талипова. Он, к сожалению, отказался давать нам комментарий лично, но тем не менее, вот мы уже говорили о юридической стороне вопроса. Теперь мне хотелось бы узнать у вас, вот как вам кажется, борьба чиновника, работающего под флагом, под гербом Российской Федерации, против общественного активиста, который выступает за российский статус Крыма. Это такая вот своеобразная месть бывших украинских чиновников против российских общественных активистов? Или на самом деле никакой такой подоплеки нет, а просто власть борется с любыми оппозиционерами без различия взглядов их на жизнь? Да, вы правильно сказали второе. Без различия. Это именно власть. Бывшие чиновники украинские, российские, они все одинаковые. Они объединены единым статусом чиновники. Они защищают свой клан. Именно свою, такую, так сказать, власть, которую они определили. Не как власть народа, а как свою собственную власть. То есть я могу привести и свой пример. То есть они борются с любым инакомыслием, которые не согласны с их властью, которые они себе выдумали. Как говорил на допросе старший лейтенант полиции, участковый, в суде, когда я его допрашивал позавчера, он говорит, чиновник – это власть, должностное лицо, и вы обязаны выполнять его любое требование. Я говорю, да нет, вы ошибаетесь, если вы юрист, вы должны знать статью 42 Уголовного кодекса, что я не обязан выполнять заведомо преступный приказ и распоряжение. И вы знаете эту статью? Он говорит, нет, не знаю. То есть их незнание законов, а просто именно представление свободное о том, что они власть и любой простой гражданин обязан подчиняться, вот именно причина всего этого. Любое инакомыслие с властью, то есть несогласие с властью чиновника беспредельной, вне закона, уже начинает вызывать у них неприязнь к такому гражданину и необходимость бороться. Вот из-за чего меня задержали на площади Захарова 1 декабря. Как выяснилось, руководил этим генерал, по показаниям у меня есть аудиозапись, участковый, этим руководил начальник УВД лично города генерал, он сказал, он там присутствовал. И меня задержали, избили, потом признали виновным в якобы неповиновении законному требованию. Когда есть видеозапись, что никакого требования вообще не было. Сначала меня признали виновным, вчера апелляционный суд отменил это постановление суда первой инстанции, направил на новое рассмотрение, потому что не установил вообще ничего. Вот это конкретный пример со мной. Вот решение уже у меня на руках, там полностью расписано, что нарушил судья, которая даже никого не допросила. Вот пример именно борьбы с инакомыслием. Я всего-навсего проводил голодовку, они там посчитали, что это пикет, собрались люди, и об этом все было сказано. Аудиозапись сейчас я выложу в интернете, и люди сами могут судить о том, что происходит.
Что ж, большое вам спасибо за ваше мнение, за ваш рассказ. Напомню нашим слушателям, что с нами на связи был Владимир Новиков, общественный активист из Севастополя. Это радио Крым Реалии, с вами был Сергей Громенко. Ни в коем случае не переключайтесь, мы скоро продолжим. Новости в эфире «Радио Крым Реалии». Здравствуйте, в студии Снежана Старовицкая, главное к этому часу. Формат Сурков-Волкер сильнее, чем трехсторонняя контактная группа, заявил посол Бессмертный. К освобождению политузников нужно приобщить известных людей, заявляют правозащитники. И руководители 3 российских разведслужб ездили в Вашингтон. Сейчас подробнее. Если бы не диалог с Волкер-Сурков, обмен заложниками перед Новым годом не состоялся бы, заявил в эфире 5 канала чрезвычайный полномочный посол Украины Роман Бессмертный. Также он сказал, что на сегодня не ясно, какой из форматов важнее – трехсторонняя контактная группа или диалог между Сурковым и Волкером. Треба зізнатися в тому, що від самого початку Москва тяжіла до діалогу з Вашингтоном в вирішенні, власне, цього питання. І це було видно, що Вашингтон домагається того, щоб в діалог вступили на рівні Путін-Трамп. Обмен заложниками 27 декабря шел 2,5 часа. Украина получила 74 человека, боевикам передали 233. Директоры 3 главных разведывательных служб России ездили в столицу США на фоне обострения российско-американских отношений. Накануне посол России в США подтвердил, что на консультации по проблеме терроризма и другим вопросам в Соединенные Штаты ездил директор службы внешней разведки России Сергей Нарышкин, который находится под американскими санкциями. О поездках еще 2 российских чиновников, директора ФСБ Александра Бортникова и руководителя Главного управления разведки Генштаба России Игоря Коробова, до сих пор известно не было. Для освобождения узников Кремля украинским властям необходимо использовать международный опыт, в частности, приобщать известных влиятельных людей, которые могут оказать давление на Россию, сказала координатор медийной инициативы по правам человека Мария Тамак в эфире радио Крым Реалии. По ее словам, правозащитники анализировали ситуацию в Чечне, Нагорном Карабахе и опыт Азербайджана. В качестве примера она также привела приобщение президента Турции к освобождению лидеров крымских татар. Полиция установила личность жителя Севастополя, который накануне сообщил о заминированном жилом доме на проспекте генерала Острякова. Звонок поступил в ночь на 31 января на горячую линию управления МВД по Севастополю. Через несколько минут якобы заминированное здание оцепила полиция. На место чрезвычайного происшествия прибыли сотрудники МЧС, кинологи и скорая помощь. Звонок о минировании оказался ложным. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Сегодня в Крыму днем +9, Ясно в районе Чонгара и Новоалексеевки +6. Керченская переправа и все 3 пункта пропуска на админ-границе с Крымом работают в штатном режиме. В студии Снежана Старовицкая. Оставайтесь на волне Крым Реалии. Слушайте ток-шоу «Радио Крым Реалии» на средних волнах на частоте 549 АМ. Каждый будний день в 8:35 и в 13:10. А также на 105,9 FM круглосуточно. Крымчане имеют право знать. Продолжается эфир самого крымского в мире радио Крым Реалии. У микрофона остается Сергей Громенко. Слушайте нас на 105,9 FM круглосуточно. Крымчане могут бесплатно звонить в эфир по телефону 8 810 06 926, жители материковой Украины 044 490 2905. Поехали! Тема дня. 31 января в Европарламенте состоялась конференция «4 года оккупации. Способы поддержки Крыма и крымских татар». О чем говорили на этой конференции, что показывали, что нового должны узнать европейские парламентарии о текущей ситуации на полуострове и помогут ли такие конференции усилить давление Европы на Россию для освобождения Крыма, об этом мы будем говорить в ближайшие 25 минут. Но вначале небольшой сюжет от моих коллег. Крым в центре внимания.
31 января в Европарламенте состоялась конференция «4 года оккупации. Способы поддержки Крыма и крымских татар». За год российской аннексии Крыма на полуострове зафиксировали 49 случаев похищений, найдено 6 трупов с признаками пыток. Еще 16 активистов числятся пропавшими без вести. Такие цифры озвучил на конференции лидер крымских татар Мустафа Джемилев. На конференции выступил заместитель председателя Меджлиса крымско-татарского народа Ахтем Чийгоз. Ждет ли будущее наших детей такое же, как у вас всех, у ваших детей? Или ждет каторга, ждет просто тихая смерть? Сколько людей наш народ хоронит почти каждый день от воздействия вот этого психологического террора, когда погибают, не выдерживая сердца, не выдерживая вот того унижения, вот того давления, вот тех арестов детей. Представитель Украины при Европейском Союзе, посол Николай Точицкий, призвал международное сообщество поддержать создание платформы по вопросам деоккупации Крыма. Мы должны продолжать давить на Россию, чтобы она освободила наших коллег и друзей. Также я думаю, что мы должны продолжать вводить дополнительные персональные санкции для тех, кто ответственен за нарушение прав человека в Крыму. Депутат Европейского парламента от Чехии Яромир Щетина извинился перед Мустафой Джемилевым за заявление чешского президента Милоша Земана. В октябре прошлого года Земан предложил компенсировать Украине потерю Крыму деньгами или нефтью. Крым в центре внимания. Возвращаемся в студию радио Крым Реалии. С нами на связи Тамила Ташева, правозащитница, координатор инициативы Крымсос. Тамила, здравствуйте. Доброе утро. Расскажите, пожалуйста, о том, как возникла идея проведения такой конференции в Европейском парламенте. На самом деле, действительно, мы уже достаточно давно с офисом Ребекки Хармс обсуждали идею проведения мероприятия. Возникла она после того, когда она приезжала в Украину во время проведения Евровидения в Украине. И когда она рассказала о своих эмоциях после просмотра фильма про Мустафу Джемилева, предложив показать его в Европейском парламенте. Потом идея трансформировалась не только в показ, а еще и в какую-то публичную дискуссию и, возможно, конференцию по вопросам Крыма. Там некоторое время у нас откладывалась конференция, хотели мы ее проводить в конце 2017 года. В итоге вот мы решили ее все-таки делать в январе. И вот вчера, на самом деле, она прошла в таком очень звездном, хорошем формате, да, когда были лидеры крымских татар, были представители Европейского парламента и, собственно, с организаторами мероприятия, кроме Ребекки, которая выявила такую инициативу изначально, присоединились и Петрос Литвы, Аустревичус и Яромир Щетина, да, из Чехии, что было очень важно. То есть кроме одного европейского депутата у нас появилось еще несколько соорганизаторов. Ну и, собственно, конечно, Крымсос и наши партнеры из Бельгии, Международное партнерство по правам человека. Что такого нового вы рассказали европейским парламентариям о ситуации на полуострове, чего они не знали? Или, скажем так, информационная составляющая была менее важна, чем политическая? Конечно же, в первую очередь была важна политическая составляющая, но кроме информирования о том, что происходит в Крыму, последняя панель была посвящена рекомендациям, которые дают активисты, правозащитники, представители крымских татар, международным партнерам нашим. И, собственно, эти рекомендации были даны. Те депутаты, которые присутствовали на этой конференции, ну, я надеюсь, что они их услышали, они потом далее будут переданы в те структуры Европейского Союза, которые компетентны за решение того или иного вопроса. К примеру, мы говорили о продолжении санкций, о продолжении финансирования программ, связанных с Крымом, и в том числе поддержка активистского движения в Крыму и адвокатов, которые там работают, либо гражданских журналистов, которые там работают. Мы говорили о чемпионате мира по футболу, который, конечно же, в лучшем случае нужно бойкотировать, но по факту возможно использовать этот инструмент для
поднятия вопроса о нарушениях прав человека, которые происходят на территории Крыма. Если я вас правильно понял, то это не было заседанием Европейского парламента, в нем в конференции принимали участие отдельные европейские парламентарии. Есть ли возможность, есть ли шанс созвать специальную сессию, которая будет посвящена крымской проблеме внутри Европейского парламента? Или это пока остается слишком высокой планкой? На самом деле по вопросам и Украины, и Крыма уже было несколько подобного рода заседаний, то есть это на самом деле невысокая планка, такие заседания были либо в рамках отдельного комитета, к примеру, по правам человека, и там на моей памяти уже несколько было таких заседаний конкретно по Крыму, когда там и наши представители выступали, поэтому это абсолютно возможно, это далеко не высокая планка, и, как сказал Петрос Австревич в своем выступлении, что 2018 год должен для нас, для европарламентариев, для Европейского Союза стать годом Крыма и годом крымских татар, поэтому я думаю, что это абсолютно нормальное и правильное желание как можно больше говорить на уровне европейских институций про Крым. И последний вопрос. Эта конференция останется своего рода таким исключением, или вы планируете сделать ее более или менее регулярной, например, ежегодной? На самом деле я не исключаю, что она будет не только ежегодной, а такого рода мероприятия будут повторяться и чаще, возможно, там раз в полгода. Просто вопросы организаторские, конечно же, они тоже непростые. Это вопрос финансирования, потому что у нас достаточно большая группа ехала из Киева в Брюссель, да, там это и вопрос финансирования там других вопросов, уже пребывания в самом Брюсселе. Поэтому, если будет возможность делать такие мероприятия чаще, конечно, их необходимо делать чаще. Если чаще не будет получаться, то хотя бы минимум год, конечно, это необходимо делать. Были ли представители каких-нибудь средств массовой информации европейских на конференции? Если да, получилось ли у вас какой-нибудь фидбэк узнать? Показывали ли в новостях? Ну, там, может быть, не в прайм-тайм на центральных европейских каналах, но все же. Я знаю, что медиа были, на самом деле не знаю пока какие были медиа. Однозначно было медиа самого Европейского парламента, которые там активно работают. Были представители Укринформа, Deutsche Welle. Еще какая-то была камера, но, честно говоря, не знаю, кто точно был. Что из интересного, как сказал Петрос, что были представители московской стороны, да, что они пришли, все записывали, там до окончания мероприятия за несколько минут они ушли, поэтому видно, что там российская сторона не спит, она следит за всем, что происходит в Европейском парламенте, и там можно ожидать, что какой-то материал, возможно, с их стороны как раз-таки выйдет о том, что вот там экстремисты приехали и рассказывали, как жить в России на территории, в Европейском парламенте. Что ж, большое вам спасибо за ваше мнение. Напомню нашим слушателям, что с нами на связи была Тамила Ташева, правозащитница, координатор инициативы «Крымсос». Это радио «Крым Реалии». Звоните нам по бесплатному номеру телефона 8 810 06 926, если вы на полуострове, и 044 490 29 05, если вы на материке, а мы продолжим буквально через несколько секунд. Важные события, спорные заявления, последние новости, горячие темы. Все это в прямом эфире с 8 до 11. В эфире самого крымского в мире радио. Радио «Крым Реалии». На конференции «4 года оккупации. Способы поддержки Крыма и крымских татар» выступил и лидер крымско-татарского национального движения Мустафа Джемилев. Он рассказал о том, как проходил референдум, так называемый, в Крыму, кто стал первыми жертвами сопротивления российской оккупации, и прокомментировал заявление России по этому поводу. Давайте его послушаем.
Уже 1432 день оккупации Крыма. И каждый день этой оккупации для людей, которые находятся на этой оккупированной территории, это многочисленные страдания и унижения. Сколько это будет еще продолжаться, все зависит от того, насколько будет мобилизовано мировое сообщество защищать фундаментальные права, защищать международное право. Российская концепция оккупации сводится к тому, что якобы жители Крыма сами очень захотели быть оккупированными, они провели референдум, в результате чего где-то 96% жителей захотели быть в составе России, и поэтому, дескать, вот такое случилось. На самом деле это, конечно, совершенно не так. Я в те дни как раз был между Киевом и Крымом, видел все, что происходило это на моих глазах. Вот как раз перед этой самой референдумом там по улицам бродили эти банды, вооруженные то палками, то огнестрельным оружием, захватывали административные здания, срывали украинские флаги, вывешивали российские флаги. И те, кто что-то хотел бы противостоять, это было очень опасно для жизни. 3 марта, как раз за несколько дней до референдума, когда уже началось вторжение россиян, начали российские танки, вертолеты заходить в Крым. Ришат Аметов, крымский татарин, вышел на одиночный митинг с лозунгом «Долой оккупацию». Он продержался там всего несколько минут, его затолкали в машину, увезли, и через неделю мы нашли его труп со следами страшных пыток. Вот в такой ситуации проходил так называемый референдум. Те цифры, которые они сообщают, там 88% участвовали и 96% проголосовали за вхождение в состав России, все это, конечно, абсолютная ложь. Никогда в истории Крыма такого вот, чтобы 88% участвовали в выборах или каких-то референдумах, не было. Тем более, что коренной народ Крыма, крымские татары, однозначно заявили, что не признают оккупацию, никаких референдумов они участвовать не будут. Более важно то, что мы получили информацию, секретная докладная Федеральной службы безопасности Крыма своему руководству в Москве, где говорится, что в референдуме участвовало 32,4% населения. Кроме этого, Мустафа Джемилев также рассказал и о нынешнем состоянии экономическом полуострова. Давайте его послушаем. Нанесен колоссальный ущерб экологии Крыма. Сейчас Крым превращается в некую военную базу, или, как они называют, непотопляемый авианосец. Строятся мощные такие стратегические военные дороги, в результате чего вырубляются все лесонасаждения, зеленые насаждения, уничтожаются памятники культуры. Экономика Крыма в основном держится на дотациях с федерального российского бюджета. Как таковой, собственно говоря, своей экономики уже, можно сказать, и нету. Но я вам только скажу, что вот товарооборот, внешняя торговля, за рубеж экспорт сократился на 28 раз, импорт сократился в 35 раз. Потому что ввиду санкций никто с этим оккупированным полуостровом не торгует. Основная вот прибыль, которая была вот еще до оккупации, это туризм. Туризма тоже практически нет. Соответственно, резко падает жизненный уровень. Если, скажем, до оккупации объем продаж продукции, промышленной продукции на территории полуострова составлял где-то 3,3 миллиарда долларов, то сейчас 160 миллиардов. То есть сокращение в примерно 20 с чем-то раз. В результате резко ухудшилось экономическое положение людей, увеличилась смертность людей. Ввиду того, что Днепровская вода сейчас после оккупации на территорию Крыма не попадает, площадь орошаемых земель сократилась в 35 раз. Поэтому сельское хозяйство, можно сказать, на грани гибели. Россияне пытались это восполнить, поливать земли артезианскими водами, то есть выкачивали воды из земли и так поливали. В результате происходит засоление земель. Уровень грунтовых вод опустился на 17 метров, и почва нанесет колоссальный ущерб почве. Вот такая примерно ситуация. Это радио Крым Реалии. Если вы что-то упустили, заходите на наш сайт, читайте материалы, смотрите прямые трансляции эфиров, пишите нам в Твиттере, предлагайте свои темы программ, а мы вернемся буквально через несколько секунд. Слушайте нас на средних волнах 549 АМ в 8:35 и 13:10, а также на 105,9 FM круглосуточно. Возвращаемся в студию радио Крым Реалии. С нами на связи Николай Капитоненко, политолог-международник, эксперт Института общественно-экономических исследований. Николай, здравствуйте. Доброе утро.
Перед тем, как я бы хотел задать вам главный вопрос, давайте начнем, может быть, с самого начала, самых общих и элементарных вещей. Европейский парламент в структуре управления, в структуре власти, если угодно, Европейского Союза, это действительно там руководящий, направляющий орган? Или это, скажем так, консультативный совет? Потому что и в связи с этим сразу там второй вопрос, насколько его мнение и рекомендации важны во внешней политике Европейского Союза, или просто поговорили и разошлись? Сложный вопрос. В общем-то, конечно, нельзя свести роль Европарламента к чисто консультативному органу, поскольку в сложной системе бюрократии Европейского Союза он все-таки занимает одно из центральных мест. Но, с другой стороны, и решения, которые относятся к сфере внешней политики и политики безопасности, принимаются, конечно, не там, а принимаются в лучшем случае в Еврокомиссии, в худшем случае для нас, которые мечтают о европейском единстве, в столицах государств, членов Европейского Союза. То есть это сфера, которая наименее интегрированная во всем проекте Европейского Союза. То есть Европарламент отображает определенный вес общественного мнения, определенные тенденции, но он, да, можно сказать, что решений ключевых по проблемам безопасности и внешней политики не принимает. Есть ли возможность у европейских парламентариев влиять на ситуацию, во-первых, на мнение той же Европейской комиссии, а во-вторых, на мнение своих национальных парламентов и национальных правительств? То есть, грубо говоря, вот извинение Яромира Щетины, чешского евродепутата, оно важнее, чем мнение президента Чехии Земана о признании российского статуса Крыма, я имею в виду в общеевропейском масштабе, или на самом деле все-таки пока еще европейская интеграция не достигла таких пределов, и Земан важнее чешского евродепутата? По первому вопросу можно сказать, что Европарламент до определенной степени влияет на действия Еврокомиссии и никак не влияет на действия национальных парламентов государств-членов. А что касается сравнения веса заявлений евродепутатов и президента, то, конечно, оно будет не в пользу евродепутатов. Евродепутаты – это такие люди часто, которые наших депутатов в чем-то напоминают. То есть они могут много говорить совершенно свободно, не особенно задумываясь или выбирая слова. И в большинстве случаев их заявления мало на что влияет, если только это не депутаты, за которыми стоят большие деньги, партийные списки в нашем случае, а в случае с Европой, если за ними стоят серьезные политические силы. Конкретно в этой ситуации я думаю, что я вообще не очень понимаю, как можно извиняться за чьи-то действия, кроме собственных, но я бы скорее трактовал это как политическую позицию определенную, где-то какой-то частично пиар, а где-то, может быть, эмоциональное отношение человека к тому, что он считает неприемлемым. То есть ближе к такому вот дискуссии на общечеловеческом уровне, а не политической конкуренции, потому что, конечно, президент Чехии, при том, что он не оказывает тоже решающее влияние на внешнюю политику, а все-таки она находится в руках правительства и ограничена общими правилами и нормами Евросоюза, но все-таки это человек, у которого больше веса политического, чем у депутата Европарламента. Недавно, абсолютно, недавно Белый дом опубликовал большой список тех людей, и против которых будут, возможно, введены санкции в российском правительстве и около президентских олигархических кругах. В то же время, как Европейский Союз не спешит усиливать санкции, максимум, что там, на что надеется Украина, то, что каждые там полгода санкции Европейского Союза против России по Крыму будут продлеваться, и в то же время опять в России практически ежегодно звучит тема, что, дескать, все, это последний раз, последние полгода санкции бьют по экономике Европейского Союза, они будут отменены. Вот по вашему мнению, санкции Европейского Союза против России будут сохраняться, усилятся или в конечном итоге сойдут на нет? Я думаю, что вероятнее всего они сохранятся,
очень маловероятно, что они усилятся, и также маловероятно, что они сойдут на нет. По-моему, найден такой устраивающий всех более-менее в среднесрочной перспективе вариант, когда ЕС обозначил свою позицию принципиально и в отношении Крыма, и в отношении Донбасса. В то же время есть серьезные аргументы, скажем так, против того, чтобы санкции усиливать или углублять. И американцы ведь список свой опубликовали. Он, во-первых, не подразумевает санкций автоматических. Во-вторых, он связан не с событиями в Украине, а с возможным вмешательством России в американские выборы и вообще в связи с тем, что Россия представляет собой угрозу для долгосрочную для интересов Соединенных Штатов. Поэтому это другая игра несколько, в которой участвуют Вашингтон и Москва, и Брюссель, видимо, не хочет ее ввязываться, тем более, что она идет совершенно на других полях, скажем так, не там, где в Брюсселе есть его интересы. Поэтому европейцам логично было бы и правильно, наверное, сохранить тот объем санкций, который есть на сегодняшний день. Они работают не так эффективно, как нам хотелось бы, и, конечно, не заставят Россию поменять свою политику в отношении Украины. Но они навязывают Москве дополнительные затраты, риски, и таким образом ограничивают ее возможности дестабилизировать безопасность европейскую и дальше. Поэтому, с моей точки зрения, режим санкционный останется примерно в таком объеме, в котором он сегодня есть. Ну вот теперь самый главный вопрос. Итак, 31 января в Европарламенте прошла конференция, которую соорганизовывали в том числе и крымчане. 4 года оккупации, способы поддержки Крыма и крымских татар. Вот по вашему мнению, и там выступал и Мустафа Джемилев, и многие другие представители крымско-татарского национального движения. По вашему мнению, такие конференции, они действительно могут повлиять на политику внешнюю Европейского Союза? Или это скорее такая информационная пиар-акция, из-за которой решительных изменений там не последует? Я думаю, что одно другому не мешает. И пиар-акции хорошие, информационные поводы нам очень нужны, потому что для большинства европейцев, и снова-таки Европарламент отображает мнение, общественное мнение, в общем-то, в Европе. И для большинства европейцев Крым это где-то далеко, и, в общем-то, Россия это где-то далеко, и Украина с ее конфликтом и проблемами тоже. Поэтому тенденция долговременная будет работать так, что если ничего не делать, то эти проблемы будут выпадать из поля зрения разных европейских институтов. И Европарламент это одна из площадок, как раз не столько принимаются важные решения, сколько создаются такие информповоды, для того, чтобы удерживать фокус внимания и государств-членов, и Евросоюза в целом на проблеме Крыма и на том, что оставлять ее в таком виде, оставлять действия России безнаказанными, это долгосрочный вред для европейской безопасности и невыгодно никому. То есть, если это примерно русле подходить к таким мероприятиям, то, по-моему, они очень полезны. И последний к вам вопрос. И с изменениями в составе руководящих органов Европейского Союза назначение Дуни Миятович комиссаром по вопросам, связанным со свободой слова. Поможет ли это более активно продвигать эту повестку дня на территории России, в Крыму, или Россия слишком надежно защищена от европейского вмешательства в области свободы слова? Я думаю, что надежно защищена, то есть рассчитывать на то, на что европейцы, в общем-то, давно еще при Ельцине делали ставку на то, что будем работать с российским гражданским обществом и продвигать стандарты демократии на территории России, и это приведет к изменениям и внешней политики России, и вообще ситуации в Европе. На это надеяться сегодня еще меньше оснований, чем было там 20 или 15 лет назад. Россия полностью перешла в режим окружения врагами, консолидации вокруг политических элит. И это, кстати, обратная сторона санкций. Когда с помощью санкций пытаются изменить политику авторитарного лидера, то это дает ему в руки козырь, дает возможность спекулировать этим внутри, для внутренней аудитории, и подавлять и права, и свободы, прикрываясь вот этими вот внешними факторами. Поэтому я не думаю, что назначение кого бы то ни было
любой пост, либо в органах Европейского Союза, либо международных организациях, таких как ОБСЕ, способна всерьез изменить эту ситуацию. Что ж, большое вам спасибо за ваше мнение. Напомню нашим слушателям, что с нами на связи был Николай Капитоненко, политолог-международник, эксперт Института общественно-экономических исследований. Вы слушали радио Крым Реалии, у микрофона был Сергей Громенко. Ни в коем случае не переключайтесь, мы скоро вернемся в эфир. В эфире радио Крым Реалии. Звоните нам по телефону 8 800 10 06 926. Для жителей полуострова звонки бесплатные. Комментируйте темы в прямом эфире. Оставляйте свои сообщения на наш автоответчик. Мы выслушаем вас. 105,9 FM. Крымчане имеют право знать. Новости в эфире радио Крым Реалии. Здравствуйте, в студии Снежана Старовицкая, главное к этому часу. У берегов Крыма получил повреждение сухогруз под флагом Молдовы. Строительство дороги в обход аэропорта Симферополя начнется в феврале, уверяют власти. В Геническом районе готовят мероприятие памяти Намана Челебиджихана. Сейчас подробнее. Молдовский сухогруз «Берг» получил повреждение корпуса в Черном море вблизи Крыма, сообщает российское издание РИА Новости. Источник агентства в экстренных службах подтверждает, что сухогруз следовал под молдовским флагом. В составе экипажа из 12 человек граждане Украины и Азербайджана. Люди эвакуированы, судно находится на якоре, проводится обследование корпуса. Обстоятельства происшествия выясняются. Сейчас сухогруз «Берг», по данным онлайн-ресурса по отслеживанию морских судов, стоит на якоре в Феодосийском заливе. Подконтрольный Кремлю Госкомитет дорожного хозяйства Крыма сообщает, что в феврале начнется строительство автодороги Симферополь-Евпатория-Мирный. Трасса пройдет в обход аэропорта Симферополь. В ведомстве отмечают, что уже спроектирован первый этап строительства трассы протяженностью 24,5 километра от поселка Комсомольская до села Скворцово. В комитете уточняют, что частично на этом участке будет построена новая трасса, а частично реконструирована автомобильная дорога Симферополь-Евпатория. На первом этапе будет построено 6 мостов и путепроводов, а также 3 надземных пешеходных перехода. Работы планируют завершить к сентябрю 2020-го. Суд в России на 8 суток арестовал Руслана Шавединова, пресс-секретаря компании оппозиционера Алексея Навального и ведущего YouTube-канала «Навальный Лайв». Симоновский суд Москвы признал его виновным по статье о нарушении правил проведения митинга, сообщает из зала суда корреспондент российской службы «Радио Свобода». Шавединова арестовали, несмотря на то, что он не участвовал в организации всероссийского протеста 28 января и не вел твиттер «Навальный Лайв». Его задержали 30 января в московском аэропорту Шереметьево. В Геническом районе Херсонской области готовятся к мероприятиям памяти национального и духовного лидера крымских татар начала 20-го столетия Намана Челебиджихана. Об этом Крым Реалии рассказала зампредседателя Генической райадминистрации Гульнара Бекирова. Вечера памяти 100-й годовщины со дня его трагической гибели пройдут 22 февраля в селе Счастливцево на Арабатской стрелке, 23-го в Новоалексеевке. В течение февраля также организуют выставки и экспозиции. Сегодня в Крыму, по прогнозам синоптиков, днем до 9 градусов тепла, ясно в районе Чонгара и Новоалексеевки +6, без осадков. Керченская переправа и все 3 пункта пропуска на админ-границе с Крымом работают в штатном режиме. В студии Снежана Старовицкая. Оставайтесь на волне Крым Реалии. Слушайте ток-шоу «Радио Крым Реалии» на средних волнах на частоте 549 АМ. Каждый будний день в 8:35 и в 13:10. А также на 105,9 FM круглосуточно. Крымчане имеют право знать. Продолжаем эфир самого крымского в мире радио Крым Реалии. У микрофона, несмотря ни на что, остается Сергей Громенко. Слушайте нас на средних волнах АМ на частоте 549 кГц, в 8:35 и 13:10 на полуострове, в 7:35 и 12:10 по времени материковой части Украины. Ну а на 105,9 FM круглосуточно. Крымчане могут бесплатно звонить в эфир по телефону 8 800 10 06 926, жители материковой Украины 044 490 2905. Поехали! Тема дня.
Как заявила в эфире программы «Познер» в начале этой недели кандидат в президенты России Ксения Собчак, императрица Екатерина II разделяла европейские ценности и, цитирую, совершила большое количество вещей, которые до сих пор ценятся в России, в частности Крым. Конец цитаты. Действительно ли первая аннексия в 1783 году прошла в соответствии с европейскими ценностями? Принесла ли Россия эти ценности в крымское общество? И почему история полуострова занимает так много места в предвыборной кампании в России сегодня? Об этом мы будем говорить в ближайшие 25 минут, но вначале небольшой сюжет от моих коллег. Крым в центре внимания. Российская императрица Екатерина II привнесла большое количество вещей, которые до сих пор ценятся в России, в частности Крым. Такую трактовку исторических событий высказала журналист, кандидат в президенты России Ксения Собчак в эфире программы «Познер». Она также заявила, Екатерина II осуществляла свою политику в соответствии с европейскими ценностями. Россия – это часть европейской цивилизации, это самая большая европейская страна, и наше будущее и наше благоденствие связано только с этим вектором развития. У нас нет никакого другого шанса. Не найдем мы никаких длительных союзов с Китаем, с азиатскими странами, потому что им выгодны наши территории. Тема Крыма не впервые появляется в заявлениях кандидатов. В октябре 2017-го Ксения Собчак в рамках предвыборной пресс-конференции высказывала свою точку зрения о статусе аннексированного полуострова. Она отметила, России необходимо восстановить нормальные отношения с Украиной. Напоминает мне, знаете, такие детские игры, а вот чем докажешь, что ты нашинский или не нашинский, да, и вот каждый кандидат, каждый политик должен пройти вот этот ряд вопросов. Поэтому я отвечу вот прямо с точки зрения международного права: Крым украинский. Точка. В декабре Ксения Собчак также заявила, референдум 2014 года в Крыму необходимо признать незаконным и провести новый с участием международных наблюдателей. По ее мнению, крымчан нужно спросить, хотят ли они видеть Крым частью Украины, России или независимым государством. Выборы президента России состоятся 18 марта. Избирательная кампания стартовала в декабре прошлого года. Крым в центре внимания. Возвращаемся в студию радио «Крым Реалии». У нас в гостях Богдан Короленко, кандидат исторических наук, сотрудник Украинского института национальной памяти. Богдан, здравствуйте. Доброго ранку. Итак, Ксения Собчак, ну не то чтобы там, я бы даже сказал, оседлала, прошу прощения за такую вольность, но тем не менее взяла Крым вот довольно плотно в оборот своей предвыборной повестки, дошла до истории, что, в общем-то, довольно неудивительно, но тут надо понимать, что Владимир Познер, когда услышал, что многие вещи, которые сделала Екатерина, в том числе и Крым, ценятся в России, он иронически перебил Ксению Собчак и спросил, это тоже европейская ценность? Поэтому вот мы не будем больше так много говорить об истории, но посмотрим, конечно, с точки зрения там, тогдашних ценностей и сегодняшних ценностей. Вот то, что произошло между Крымом и Россией в 1783 году, это соответствовало европейским ценностям или это были какие-то другие ценности? Ну, мені важко говорити про європейські цінності, коли Крим був завойований силою. Причому це не одномоментно в 1783 році, там Катерина, поспілкувавшись з діячами європейського, зокрема французького просвітництва, видала такий маніфест у квітні, 19 квітня 1783 року. Татари сказали, давайте спробуємо, можливо, дійсно буде краще, можливо, ви краще прилучите нас до європейських цінностей, ніж ваш ставленик Шегін-Гірей. Да? І от сталося таке, що Крим там став російським. Насправді цьому передувала низка подій, досить трагічних, зокрема там і російсько-турецька війна, яка, власне, там, по-перше, знелюднила значною мірою Кримський півострів. Там багато населених пунктів було спалено, багато татар було вирізано російськими військами. Тому, якщо говорить про такі європейські цінності Росії, які вона, до речі, сповідує зараз, да, коли ми бачимо там події в окремих регіонах
Донецької і Луганської областей, події в анексованому Російською Федерацією Криму, де зникають кримсько-татарські активісти, і не тільки кримсько-татарські активісти, безслідно, де відбуваються вбивства. Ну, мені важко говорити про такі європейські цінності. Зрозуміло, що це передвиборча риторика пані Собчак. Ну, очевидно, вони користуються там одними методичками разом з Путіним, який теж дуже добре в лапках знає історію. Можливо, вони навчалися в одній школі історії, я не знаю. Ну, я думаю, что все-таки разница в возрасте не позволяла им учиться вместе. Але в одній школі, можливо, вчилися. Тем не менее, когда Екатерину II упрекали, и многих потом ее защитники прибегали к такому аргументу, что вот, дескать, ну, а как же вот Франция аннексировала Корсику приблизительно в то же время, почему же России нельзя? Значит, получается, что это были европейские ценности? Ну, знову ж таки, коли наводять там, коли кажуть, знаєте, коли росіянам кажуть, так ви ж анексували там в 1783 році Крим, от зараз там в порушення законів росіяни, як правило, кажуть, а що ви, американці, робили там з індіанцями, да? От, ну, насправді ця риторика теж зрозуміла. Є факти, так? Є, наприклад, один такий факт, який передував анексії Кримського півострова, власне, Кримського ханства, держави, незалежної на той час держави. Зрозуміло, що умовно незалежної, тому що незалежність була зорганізована Петербургом для Криму, для того, щоб було легше поглинути. До речі, як і друга анексія Криму, да, наших днів. От в 1778 році, для того, щоб все-таки легше було анексувати Крим, поставити на місце свого ж ставленика Шагін-Гірея, який там трохи вагався. В 1778 році було організовано і Суворовим проведено першу кримську, власне, депортацію. Коли ми говоримо про депортації з Криму, то крім великої депортації 1944 року, коли депортовано було весь кримсько-татарський народ, близько 200 тисяч осіб, то от перша кримська, власне, депортація з Криму відбулася в 1778 році. От зібрали там понад 30 тисяч кримських християн і просто переселили. Тому що, знову ж таки, користуючись риторикою захисту християнського населення, до речі, як зараз Російська Федерація користується риторикою захисту так званого російськомовного населення, да? І ми бачимо, до чого приводить цей захист. Так само в 1778 році були переселені ці, власне, нещасні люди. Проти їх волі близько половини загинуло в першу зиму в Азовській губернії. От, власне, місто Маріуполь. Знову ж таки, можемо проводити паралелі, да, із теперішньою агресивною загарбницькою політикою Російської Федерації. Місто Маріуполь було засновано грецькими переселенцями з Криму, власне, в 1778 році. Тому говорити про те, що там Франція анексувала Корсику, а власне, потрібно враховувати, зокрема, і демографічні втрати. Зокрема, як це відбувалося, хто був ініціатором. Знову ж таки, коли ми говоримо про відповідність якомусь європейським цінностям, ну, очевидно, треба згадувати про міжнародне право, яке діяло на той час. Так от, Росія грубо нехтувала міжнародним правом і тоді, і зараз. Власне, всі європейські цінності, які стосуються дотримання міжнародного права, Росією трактуються, от, власне, довільно. От вони вважають, що це міжнародне право у 2014 році анексувати частину території незалежної держави. Вони кажуть, що це відповідає міжнародному праву. Тоді так само вони, очевидно, говорили, що відповідає міжнародному праву, хоча, знову ж таки, в 1774 році було підписано Кочук-Енерджийський мирний договір, да, за результатами російсько-турецької війни 1768-74 року, однієї з російсько-турецьких воєн, де було в статті 3 чітко написано, що Кримське ханство проголошується незалежною державою, власне, ніхто не має права втручатися до, власне, внутрішньокримських справ. Але, незважаючи на це, Росія кілька разів ставила своїх ставленників, зокрема останнього Шагін-Гірея, на ханство, грубо порушуючи міжнародне право. Очевидно, Ксенія Собчак про це не знає.
И тут еще один такой же вопрос, продолжение этой темы. Вот то, что произошло с Крымом в 2014 году, с точки зрения международного права, называется практически везде и во всех языках, может быть, кроме русского, аннексией Крыма. Возможно ли называть события 1783 года аннексией, или это неправильная модернізація терміна? Власне, ми можемо говорити про анексію в чистому вигляді, тому що це було силове приєднання, попри те, що нібито Шагін Гірей зрікся влади на користь Росії, зрозуміло, що він зрікся тому, що вся його влада трималася на російських багнетах. І після останнього повстання кримських татар 1782 року, коли ханом обрали його брата Батир-Гірея, власне, кримські татари, туди було введено каральний корпус графа де Бальмана. Все це було придушено. Власне, про що Бальман рапортував Потьомкіну, що всі бунтовщики істріблені. Тому, власне, Шагін Гірей змушений був піти на таку угоду, але знову ж таки, чи передбачає міжнародне право, чи визнає міжнародне право такі угоди, які підписані під тиском сили, да? Чи визнає міжнародне право так званий референдум 2014 року, який був проведений під дулами російських автоматів? Цікаве питання. Это радио Крым Реалии. Звоните нам по бесплатному номеру телефона 8 800 10 06 926, если вы на полуострове, и 044 490 29 05, если вы на материке. А мы продолжим буквально через несколько секунд. Слушайте нас на средних волнах 549 АМ, 8.35 и 13.10, а также на 105,9 FM круглосуточно. Возвращаемся в студию радио Крым Реалии. Российский политолог, профессор факультета политических наук и социологии Европейского университета в Санкт-Петербурге Владимир Гельман уверен, что тема Крыма находится в центре внимания не только Ксении Собчак, но и всех российских политиков. Ведь вопрос полуострова можно использовать с разных ракурсов. Поэтому Гельман рассказал в комментарии Крым Реалий. Также российский политолог считает, что многочисленным высказываниям Собчак о Крыме не стоит уделять большого внимания, так как после выборов президента она канет в лету и исчезнет как политический деятель. Давайте его послушаем. Присоединение Крыма в 2014 году стало, пожалуй, самой важной вехой современной российской истории. Не только, собственно, из-за Крыма, сколько из-за всего того, что случилось после присоединения Крыма. Конфликт с Украиной, конфликт со странами Запада, санкции, контрсанкции и так далее. Естественно, что эта тема находится в центре внимания всех российских политиков, и в преддверии кампании, конечно, она всячески обсуждается. Те, кто считают, что Крым наш, те всячески подчеркивают, что это было такое достижение страны. Те, кто так не считает, наоборот, говорят о том, что это был поворотный пункт с точки зрения ухудшения ситуации в России, экономической, и политической, и международной. Поэтому неудивительно, что эта проблематика так активно обсуждается. Роль самой Ксении, она такая очень амбивалентная. Все то, что она говорит, призвано на самом деле не столько увеличить ее популярность, сколько, наоборот, усилить неприязнь к ней со стороны тех, кто думает иначе. Поэтому Собчак поднимает все те темы, которые в России являются непопулярными, начиная от проблематики сексуальных меньшинств и заканчивая проблематикой международных отношений. И да, это тоже такой риторический прием. Я бы не придавал, собственно, деятельности Собчак слишком большого значения. Думаю, что после того, как выборы закончатся, они, как и политическом деятеле, в скорости все забудут. Это был Владимир Гельман, российский профессор из Европейского университета в Санкт-Петербурге, который считает, что вот после того, как после того, как выборы закончатся, Ксения Собчак исчезнет с политической арены, и вопрос с Крымом будет снова закрыт. С нами на связи Евгений Магда, исполнительный директор Украинского института мировой политики. Евгений, здравствуйте.
Доброго ранку. Итак, вот у меня к вам будет два коротких вопроса. Во-первых, почему Ксения Собчак вообще взялась за явно невыигрышную в нынешней России тему Крыма и трактовала его как украинский по международному праву, это первый вопрос. И второй, почему она внезапно решила сказать, что присоединение, там, первая аннексия 1783 года, которую осуществила Екатерина, это хорошо и спасибо ей. Это вот прорвалась эта имперская внутренняя сущность или это какой-то политический маневр? Ну, я думаю, що імперська сутність пані Собчак не настільки властива, як пану Путіну, звичайно, це зрозуміло. Але річ у тому, що їй же треба було шукати якусь родзинку своєї виборчої кампанії не лише для внутрішньополітичного російського споживача, але й для закордонних спостерігачів. Ну, якщо б вона вела просто кампанію таку саму, як Путін, то виникає питання, а чим вона від нього відрізняється? І це відповідь на перше питання, що ідея щодо референдуму під міжнародним контролем, це нагадує мені пропозицію скликати міжнародний суд з приводу того, що вкрадено гаманець. Хоча насправді це кримінальний злочин, який розслідує звичайний суд звичайної юрисдикції. Щодо Катерини II, то це, я думаю, вона намагається зіграти в таку гру, знаєте, імперського тренду, але при тому, ну за кого чіплятися? Вона ж жінка і вона шукає собі Катерину Велику в якості такої неформальної політичної покровительки, бо всі інші розібрані. Володимир Путін грається з Володимиром Хрестителем, там Жириновський, йому взагалі не потрібен ніякий покровитель, крім власної свідомості, ну і всі інші політики. Тому це заяви Собчак є передвиборчо мотивовані, а політична мотивація – це всі друге, третє місце на президентських виборах, і всі дозволять їй створити, так би мовити, список Собчак на майбутніх других виборах и закрепиться в великой российской политике. Что ж, большое вам спасибо за ваше мнение. Напомню нашим слушателям, что с нами на связи был Евгений Магда, исполнительный директор Украинского института мировой политики. Это радио Крым Реалии. Если вы что-то упустили, заходите на наш сайт, читайте материалы, смотрите прямые трансляции эфиров, пишите нам в Твиттере, предлагайте свои темы программ, а мы вернемся буквально через несколько секунд. Важные события, спорные заявления, последние новости, горячие темы. Все это в прямом эфире с 8 до 11. В эфире самого крымского в мире радио. Радио Крым Реалии. Возвращаемся в студию радио Крым Реалии к разговору с нашим гостем Богданом Короленко, кандидатом исторических наук, сотрудником Украинского института национальной памяти. Вот после 1783-го, после первой аннексии, мы вновь возвращаемся к вопросу о ценностях европейских, азиатских. Многие те восхвалители этого процесса, оправдатели этого процесса, апологеты, если пытаться найти этому западному слову другую синоним. Вот апологеты говорили о том, что, дескать, принесла Россия свет цивилизации и просвещения в темный варварский полукочевой Крым. И на этом фоне там очень немногочисленные, например, Евгений Марков и другие писатели и путешественники говорили о том, что да какое просвещение, Господи, разрушили Крым до самого основания, сделали жизнь там невыносимой, и теперь что-то пытаетесь из себя там вообразить, цивилизаторы. Вот с вашей точки зрения, как историка и специалиста по этому периоду, все, что происходило с Крымом после его аннексии России, это там насаждение европейских ценностей или это там культурный геноцид? Я хотів би навести слова одного французького мандрівника, сучасника, власне, цих подій, який відразу там після анексії в 1786 році відвідав Крим. Це французький мандрівник, відомий Жильбер Ром. Він вів щоденник, він, власне, їхав з України до Криму, описував всю цю подорож. Ну, от, власне, всю цивілізаторську місію Російської імперії після анексії 1783 року можна описати однією цитатою Жильбера Рома. Він написав, що завойовники зайняті насамперед утриманням завойованої території, ніж її розвитком. Ну, коли розвиток території – це вирубати реліктові ліси там, на потреби новозаснованого Чорноморського флоту в Октябрській бухті, ну,
хай назвемо це європейськими цінностями. Якщо європейські цінності – це знелюднені території, тому що за підрахунками істориків, різними підрахунками, упродовж 1783-го, власне, до кінця 18 століття Кримський півострів змушені були залишити і емігрували близько, щонайменше, половини, власне, кримсько-татарського населення. Різні дослідники наводять там 250 тисяч, станом на 1783 рік. От навіть якщо ми беремо 250 тисяч, то понад 120 тисяч емігрували. І, власне, з того часу починаються такі зміни в демографічній ситуації в Криму. І, власне, та ситуація на 2014 рік, да, яка дала змогу провести так званий референдум, коли в Криму нараховується там, якщо не помиляюсь, 1,5 мільйона нараховувалися росіян, російського населення чи російськомовного населення, і, власне, 500 000 разом татар і українців. Знову ж таки, це реалізація тих європейських цінностей Російської імперії, власне, тепер Російської Федерації, починаючи з 1783 року. Тому що штучно витіснялося корінне кримсько-татарське населення, заселялося з центральної губернії Російської імперії, з українських територій, тому що вони були найближче, якраз відбувається колонізація, там, да, 1775 рік зруйнування Запорозької Січі, просування Російської імперії там, із завоювання Північного Причорномор'я. Власне, всі ці процеси відбувалися там. Було зруйновано, власне, всі традиційні системи і землеволодіння, і землекористування, землі тисячами, десятками тисяч десятин роздавалися представникам російського і істеблішменту політичного і культурного, коли ми вже говоримо там про якісь культурні цінності. Так ось, представникам, там, європейцям, дуже було багато авантюристів, які там обіцяли, що вони побудують сирні заводи, посадять дерева і так далі. Насправді все це розкрадалися кошти. Кримсько-татарське населення зубожіло, тому що прийшов новий завойовник, в якого було бачення своє бачення розвитку Криму. Власне, і тоді, після 1783 року, і тепер, після 2014 року, Кримський півострів розглядається Росією виключно як воєнно-морська база, військова база. Не більше того. Все, що потрібно для підтримання цієї життєдіяльності військово-воєнно-морської бази, от, власне, не більше того відбувається розвиток. Про якийсь культурний розвиток, знову ж таки, дуже важко говорити, тому що, попри те, що в маніфесті 1783 року Катерина II обіцяла, що збереже всі мечеті, віросповідання також буде підтримуватися, в тому числі там мусульманське. Насправді, більша половина мечетей була зруйнована ще до кінця 18 століття. От, власне, такі культурні цінності насаджувала Росія. У нас на самом деле нет объективной возможности оценить состояние общественного мнения в России там, в 1783-84 году, но, по крайней мере, довольно большое число литераторов писали всякие там оды на присоединение, в том числе и Гаврила Державин. Зато... Павло Сумароков, безусловно. Крымский судья. И вот в 2018 году у нас как бы есть несколько другие инструменты. 86% россиян или меньше, это не так принципиально. Важно, что мы должны признать, что большинство россиян все-таки положительно относятся, и Ксения Собчак в этом смысле может быть действительно права, говоря о том, что Екатерине II большинство россиян действительно благодарны. Вот тут у меня есть замечательная цитата, я не мог ее просто не привести. Весна 1918 года, ровно 100 лет назад, барон Петр Врангель, южный берег Крыма. Около полудня мне пришли доложить, что отряд матросов находится в саду и посты выставлены у входа в усадьбу. Я прошел в сад и увидел человек 15 матросов, вооруженных штатских, столпившихся у балкона. «Кто здесь старший?» – спросил я. Вышел какой-то матрос. «Вот, заявляю вам, что я генерал, а это, – указал я на моего Шурина, – тоже офицер, ротмистр. Знаете, что мы не скрываемся». О нашем присутствии матросы, видимо, уже знали. «Это хорошо», – сказал назвавшийся старший. «Мы никого не трогаем, кроме тех, кто воюет с нами». «Мы только с татарами воюем», – сказал другой. «Матушка Екатерина еще Крым к России присоединила, а они теперь отлагаются». Как часто впоследствии вспоминал я эти слова, столь знаменательные в устах представителя сознательного сторонника Красного Интернационала. Короткий последний вопрос в завершение программы. Есть ли шанс на то, что российское общественное мнение когда-нибудь перестанет считать, что Крым – это исконно русская земля?
Дуже складне питання, оскільки є тривала історична пам'ять, власне, російського народу про Крим, так? Про ісконно руський. Це по-перше. По-друге, власне, ця історична пам'ять, вона підтримується російським політичним істеблішментом, і всі ці історичні заяви Путіна, там, що колыбель православ'я, Крим, ісконно руський і так далі. Дуже важко цю ситуацію переломити, коли, відповідно, державна політика історичної пам'яті в Росії, відповідно, щодо Криму. Знову ж таки, з 1783 року пройшло чимало періоду, відповідно, десятки поколінь, для десятків поколінь, власне, і кримських росіян, і, власне, для десятків поколінь громадян Російської Федерації зрозуміло, що Крим вони вважають частиною Російської Федерації, такою ж, як, наприклад, там якусь Курщину і так далі. Тому дуже важко. Зрозуміло, що коли Крим повернеться до України, очевидно, тоді відбудуться якісь зміни в свідомости, в исторической свідомости российского народа. Что ж, большое вам спасибо за ваше мнение. Напомню нашим слушателям, что у нас в гостях был Богдан Короленко, кандидат исторических наук, сотрудник Украинского института национальной памяти. Это радио Крым Реалии. У микрофона для вас работал Сергей Громенко. Ни в коем случае не переключайтесь, мы скоро вернемся в эфир. В эфире радио Крым Реалии. Звоните нам по телефону 8 800 10 06 926. Для жителей полуострова звонки бесплатные. Комментируйте темы в прямом эфире. Оставляйте свои сообщения на наш автоответчик. Мы выслушаем вас. 105,9 FM. Крымчане имеют право знать.